Иркутско-Якутский почтовый тракт был основан в 1743 году. Первые годы ямскую службу несли выходцы из Кангаласского, Мальджигарского властей, Алекминские и Вилюйские якуты. А в 1772 году царское правительство для поддержки почтовых станций отправляет в Якутию 33 крестьянские семьи из центральных губерний России. Они были сосланы за непокорность и вольный нрав по отношению к помещикам и существующему крепостному режиму. Крестьяне выдержали все тяготы продолжительного и крайне сложного пути в Сибирь. Каждая семья была прикреплена к конкретной почтовой станции и не имела права на свободное передвижение и перемену места жительства. На территорию почтовой станции Синская первыми прибыли из Калужской губернии Нестор Соловьев с 7 сыновьями. Затем появились семьи Кузьминых из Могилевской губернии, Якушевых и Алексеевых из Оренбуржья. Феноменальным остается факт, что семьи, помимо ямщицкой службы, занимались земледелием, хлебопашеством, разведением домашнего скота и крепко пустили корни, приумножив свой род. По данным переписи 1926 года в Якутском округе из помещиков самыми многочисленными были семьи Филипповых, Соколовых, Федоровых, Сухановых и Соловьевых. Средняя продолжительность их жизни составляла 75 лет, но были среди них и долгожители, достигшие более 90 лет. Государевы ямщики, принимая обычаи, нравы и традиции местного населения, сумели сохранить культуру своего народа. Уже в наше время их благодарные потомки предприняли уникальную экспедицию по следам государевых ямщиков. Следуя по Иркутско-Якутскому почтовому тракту, участники экспедиции доехали до 115-й по счету от Иркутска станции в село Синск Хангаласского улуса. Вот мы сейчас возрождаем наши корни. Во дворе осталось 2 амбара. Вообще двор был зажиточный, имелся 5-летний запас муки. Если было меньше 3-летний, 2-летний, как-то уже несерьезно. Видимо, в свое время пашенные наголодались, и вот поэтому было как указ, или что, чтобы на 5 лет зерно было. И в деревне нашей было 5 конных мельниц. Вот представьте-ка себе, все село окружали поля. И первая мельница была моего уже прадеда Конона Кузьмина. Мама, она 16-го года, она говорит, не дай Бог пропустить время почты. И вот когда остались сиротами, вообще-то очень тяжелая была ямщицкая повинность. Не все охотно шли. Она из пашенных перешли, значит, в ямщики. И говорит, брат выходит загодя, и уже эта сельница, там она у нас в амбаре, прикладывает, ну, как корыто деревянное. И если на Петровской звон бубенцов, его начинают одевать. А какая одежда-то, говорит? Ичиги, туда сено. Потом уже попозже стали вот заячьи кянчи. Это вот ямщика Никодима Романовича Филиппова. Потом он лесником стал, но тоже в лесниках успел побывать. Это они таким кушаком обмаклись, да? На 2 раза. Показать как, да? Потом на 2. Давайте мы Валеру обмотаем. Давайте. Пойду почту. Проще поворачиваться больше. Наверное, еще раз можно его обмотать. Нет, у него, да, еще раз. Нет, то пускай пойдет так. Опускать. И теперь все будем с ним фотографироваться. Это же наматывали-то. На пальто и на сумку. Тулуп же был большой, с воротником. До 10 метров кушаки. Кроме самобытного музея, в Синске существует народный ансамбль «Реченька», который был основан в 1976 году и продолжает фольклорные традиции приленских ямщиков. Мы сегодня постарались пригласить потомков ямщиков, у нас в зале сидят. Как Анатолий Анатольевич сказал, что они в Иркутской области встречались со старожилами, мы сегодня тоже пригласили старожилов.
И одна из них, Ефросинья Устиновна, ей уже 91 год, и она с таким же успехом сегодня могла бы, конечно, с нами вместе стоять и спеть, и она и сейчас поет. Я по горнику хожу, во все стороны гляжу, ой, люли, во все стороны гляжу, во все стороны. Отец да дед Ефросинии и Устиновны были на селе самыми голосистыми. Они частенько напевали именно эту песню, сидя на вершине горы. Тебя милого ищу, милого вижу, ой, люли, милого я вижу. Мен тердим банна, соловьев тарта. По материнской линии мой род из Синска, это Соловьевы. Отец взял ее в жены и увез в Дабан. Там мы и прожили свой век. Ямщики очень работящие были. Целый день на ногах с раннего утра до позднего вечера. Мой брат до войны был старшим ямщиком. Возил почту то в сторону Синска, а иногда и до Оймурана. Садил меня в телегу и укрывал тулупом. Заботливый был. Когда он болел, то я его подменяла. В Дабане отец помогал мне оседлать коней и провожал. А в Оймуране меня встречал дядя. Оберегали они меня. А одежонка на мне была так себе. Торбоза вместо валенок, заячья шапка и рукавицы до телогрейка, сшитая мамой. Работы было много, во время войны люди с голоду помирали, но мы все выдержали. Может, поэтому мой век так долг. На квартире к нам заехал командир, он сказал, напой, красавица водой. Ефросинья Устиновна родила и вырастила 8 детей, а они, продолжая ямщицкий род, подарили ей 18 внуков и 28 правнуков. На прощание он меня поцеловал. Синск примечателен то, что вот здесь, значит, стояла Воскресенская церковь. Она была построена в 1816 году меценатом, местным, значит, князем, очень известной личностью Ильей Максимовичем Шадриным. И сейчас идет вот восстановление Воскресенской церкви. К юбилею полностью должны восстановить, воссоздать. Наши вот первопредки, которые были расселены по этим станциям в 1770-х годах, где-то до 1806 года получали жалкие гроши, особой поддержки не было. И вот Илья Максимович, князец 5-го Можайгарского наслега, бывая, значит, на приеме сперва у Екатерины II, потом у Павла I, потом у Александра I, добился, чтобы ямщики именно как положено были поддержаны государством. Ямщики умели трудиться, а в часы отдыха собирались всей деревни на вечерку, чтобы душу отвести. Как правило, украшением праздника были гармонисты, плясуны да частушечники. Вот так и живут в мире до согласия потомки ямщиков в Синске. В повседневной жизни они говорят на якутском, а на родном языке напевают мелодии своих предков. А какой же праздник без кругового танца Асохай? Рука в руке, в едином ритме и стремлении жить в гармонии с природой и окружающим миром.
Далее потомки приленских ямщиков остановились в бывшей почтовой станции Батамайская. Она считалась промежуточным станком между Синском и Тит-Ары. В среднем течении Лены это одно из самых прекрасных мест с видом на знаменитые Ленские столбы. Основателями этой станции были семьи Строевых и Макаровых. Давно здесь не слышно звона ямских бубенцов, но тем не менее участникам экспедиции удалось найти притрактовый дом с сохранившимися атрибутами быта. Деревянная лопата, которым, значит, садили хлеб. Но это, значит, детские санки. Дети мы, значит, в старину катались на таких санках. Специально старики делали наподобие конских саней. Так, вот такие, значит, в каждом ямшитском доме были, значит, сушилки, грядки. А тут хомут сверху, сиделки, вожжи, шлея, значит, вся конская упряжь, значит, после того, как ямщик приехал, вечером, значит, лошадь немного постоял, снаряжение потом снимается, и все заносится домой и до утра сушится, или до прихода очередной печки. Это вот комната-чулан, где обычно, значит, спали дети. Дети, а вот в этой стороне, напротив русской печки, обычно старики. Напротив, чтобы печка грела хорошо. И здесь родителями обычно спали девочки. Мальчики в той комнате в чулане, а девочки, значит, с родителями в этой стороне спали. Ну и, конечно, когда делали свадьбы, гулянки, юбилеи, вот эта перегородка все время съемная была. Вот вокруг так, значит, буквой «П», значит, ставили стол. Дом как бы расширялся. В таких домах можно было до 70, до 80 человек рассаживать, когда, значит, большие семейные мероприятия. А танцевали обычно вот в этой площадке, в этой стороне. Вот оставалось место. Ай, девица, красавица, моя лошадь тебя, моя вещь тебя, взвелина довела. После посещения некогда оживленной ямщитской почтовой станции экспедиция продолжила путь до села Тит-Ары. Мы сегодня подъехали в 117-й станции от города Якутска. Одна из наших старинных станций – Тит-Арынская станция. Основатели династии ямщиков Сухаревы, Голоковы, Федоровы здесь вот обосновались в эти далекие годы. Часовня прекрасная построена. И, конечно, поставлен наш главный атрибут – верстовой стол. Ты представляешь, какой он, блин? Ух ты! Запах-то есть. Там есть еще, Ну-ка, что ли? да, он полный. Да? Какой реколот? Красная Москва, самый шик. Это шик, это церковный запах. Красная Москва на сегодняшний день. Сам Зосима Голоков, знаменитый старшина Тит-Арынской почтовой станции. И вот знак старшины у него на груди. Обстановка дома-музея ямщика неожиданно окунула нас во времена глубокой старины.
Хлеб печь будем, да? Принеси-ка бабушке, там хмель где-то должен быть и соль. Надо просеять муку. Вот. Воды принеси тоже. В кувшине стоит вода. Вот так вот. Дай сюда. Мы будем добавлять воду. Хмель добавлять. Соль. И будем месить тесто. Девочки, может, споем? Со службы казак молодой, через речку дорогой прямой, подломилась доска, подвела казака, и искупался в воде ледяной. Подломилась доска, подвела казака. Сейчас будем тесто хорошо вымешивать, чтобы хлеб вкусный получился, мягкий. Потом посадим в печку, поднимется хлебушка наша. Хозяин придет сейчас. Ямщики, гости придут. О, какое тесто мягкое-мягкое. И хлеб получится высокий-высокий. Хлеб на Руси издревле был символом достатка, изобилия и благополучия, поэтому его почитали и поклонялись ему так же, как солнцу. Считалось, что люди, разделившие между собой хлеб, становятся друзьями на всю оставшуюся жизнь. Титушка, иди сюда. Горячий чай будет. Дом наполнился ароматным запахом хлеба, мелодичными звуками старинных песен в исполнении фольклорного ансамбля «Ленские зори». В этот день как будто прошлое и настоящее переплелись в едином дыхании. А все потому, что в душе и в памяти народной жива еще сила традиций приленских ямщиков. О, здравствуйте! Здравствуйте! О, казак приехал. Дед, встречай. Вот, заходи. Проходите, проходи. Я Силанки. Проходи, садись. На улице холодно. На улице холодно. По каким делам приехал? Почту привезли. Почту привезли. Хорошо. Сейчас дальше в Батама едете? Дальше поедем, отдохнем, поедем. Теле-теле, птички, птички не белечки, шуба рвана без кармана, без галоши сапоги, шуба рвана без кармана, без галоши сапоги. Как они сидели, сидя удивили, шуба рвана без кармана, без галоши сапоги, шуба рвана без кармана, без галоши сапоги. Как они вставали, встали, улетели, шуба рвана без кармана, без галоши сапоги, шуба рвана без кармана, без галоши сапоги. Дальнейшее путешествие по Иркутско-Якутскому почтовому тракту потомки ямщиков продолжили по сухопутному пути до старинного села Еланка. Боже мой! С приездом! С приездом!
сковородки, что так одеты-то? Ямщицкую станцию Еланская основали в 1830 году несколько семей – Соколовы, Бурнашовы, Голоковы и Крыловы. Это заброшенное село в конце 20-го столетия дважды пытались возродить, но Великая Стройка так и осталась только на генеральном плане. А в 2005 году удалось создать культурно-этнографический музей «Ямщицкое подворье». Здесь каждый предмет старины служит ярким воспоминанием из детства, когда еще возили почту на санях-кошовках. Последняя почта здесь, я помню, проходила, это было 28 апреля 1954 года. Мы там под горой играли. Где бы я ни бывал, Еланка из моей головы никогда не выходит и не выйдет. Никогда. Каждый квадратный сантиметр истоптан моими детскими ножками. А потом сенокос, вы знаете, запах обалденный. По вечерам кряканье уток на соседнем озере. Алые гроздья красной смородины под кустами тальника. Дальний вид родной деревни. Вот поэтому я и написал книгу, она называется «Моя Еланка». Я туда выложил всю душу. Я понял, что такие книги, конечно, по заданию никто не напишет. Вот когда вот эта любовь к малой родине идет оттуда изнутри, Журналисты телеканала «Культура» побывали в заброшенном Ямщицком селе, пытаясь разгадать феномен неожиданного всплеска якутского кино. Именно в Еланке они нашли истоки любви к родному краю. Но здешним зрителям дороги свои. В семье Соколовых сохранилась уникальная фотография 1905 года. В центре сидит глава семейства Николай Алексеевич Соколов с женой, дочерью и 5 сыновьями. Один из его сыновей, Александр Николаевич Соколов, является прадедом нашего собеседника. Родоначальником большой семьи Соколовых считается крепостной крестьянин Иван, Андреев сын, прибывший из Костромской губернии. Его детям, внукам и правнукам выпала возможность обустраивать почтовую службу еще в 5 станциях – Тихтюре, Булгуняхтахе, Тойон-Ары, Еланке и Втит-Ары. Это первая единственная часовня в нашей республике в каменном исполнении. Кирпич привозной, отделочный, фасадный освещали. Она посвящена нашим предкам, первым русским ямщикам, которые образовали вот эту почтовую станцию в 1830 году. Потомки ямщиков, изучая свою родословную, продолжают собирать и восстанавливать историческую память о легендарном прошлом Иркутско-Якутского почтового тракта. Документальный сериал об экспедиции по следам государевых ямщиков продолжается.